В эти дни Монгольская Народная Республика совместно с Российской Федерацией отметила 75-летие со дня победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В честь этой знаковой даты состоялся автопробег, рассказывает Павел Танин. Начавшаяся 11 мая 1939 года война на восточном берегу реки Халхин-Гол под командованием генерала Георгия Жукова завершилась полным разгромом японской армии. Это та дата, которая объединяет народы России и Монголии. Наши монгольские партнеры, наши друзья действительно чтут память героев России, Монголии, которые погибли здесь во время халхин-гольских событий. Сегодня российские военные считают, что в событиях сражения на Халхин-Голе есть много белых пятен. Так, огромная роль Забайкальского военного округа, в числе которого были и воины, и якутяне, в исторических изданиях не учитывается. Президент Монголии Элбек-Дорж говорит, Россия – это единственная страна, народ которой погибал за свободу Монголии. Чтобы отдать дань уважения воинам-якутянам, принявшим участие в боях на Халхин-Голе, участницы общественной организации «Виктория» совершили автопробег протяженностью более 8000 километров. Чтобы увековечить память наших земляков-якутян, которые сражались на Халхин-Голе. И поэтому на этой гранитной плите вписано 19 фамилий тех воинов, которые именно участвовали в этом сражении. Для монгольского народа война на Халхин-Голе как Великая Отечественная для России. Именно поэтому монгольский народ бережно хранит и свято чтит память о советских воинах, отдавших свою жизнь за свободу Монголии. Павел Танин, Альбина Павлова, НВК Саха, Патагай, Халхин-Гол.